Комментируя ситуацию с мусорной свалкой, расположенной в районе Маяка в Сухуме, Савелий Читанава отметил, что говорить о строительстве мусороперерабатывающего завода на месте свалки пока не приходится, так как проект дорогостоящий, а спонсоров, желающих потратить на это собственные средства, еще не нашлось. Свалка вызывает неудобства для жителей района. В связи с этим руководство страны поручило найти полигон для ее переноса в другое место. Скорее всего, полигон для свалки создадут в Гулрыбском районе, а пока будут предприняты необходимые меры для минимизации вреда мусорной свалки в районе Маяка столицы. Обговорено, что будут произведены следующие виды работ по организации самой свалки в городе Сухум, таким образом, чтобы вырыть достаточно большой котлован, куда бы сбрасывались мусорные отходы, чтобы рядом с населенными пунктами перестать сброс этого мусора. Для этих мероприятий найдены финансирование. Продолжая тему утилизации мусора, Читанава сообщил, что ранее Госкомитет предлагал различные инициативы по сортировке мусора, в частности в детских садах, но инициатива так и осталась на уровне обсуждения. Экологическое воспитание, экологическое образование необходимо начинать с детских учреждений. Но для этого необходимо разработать целый комплекс мероприятий с привлечением Министерства образования, экологического ведомства. Тут несколько ведомств должны объединиться и разработать программу. На вопрос журналистов о том, как должна быть использована земля на месте деревьев, которые рубят в плановом порядке, Савелий Читанава пояснил, что в стране нет питомника, который необходим для посадки новых деревьев. Необходимо наличие посадочного материала, с которым у нас обстоит дела очень неважно. К сожалению, до сегодняшнего дня в республике нет ни одного питомника, где бы выращивались различные декоративные растения. Что будет делаться на месте срубленных пальм? Очевидно, ответ такой, что надо досадить пальмы. Но где их взять? Закупать в Италии. Это такое дорогое удовольствие, а не лучше ли на месте создать питомник? Читанава также рассказал о том, что в стране был создан штаб и проведены мероприятия по борьбе с самшитовой огневкой. Обрабатывая насаждение пестицидом димелин, который безвреден для полезной этномофауны, удалось сократить популяцию, отметил эколог. Проводятся также соответствующие мероприятия по борьбе с мраморным клопом и другими вредными насекомыми.